Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на проведение этой пресс-конференции. И вот после того, как Аким придет, мы предоставим всем это слово, всем почетным гостям нашим. Значит, хочу рассказать немножко про сам чемпионат. Чемпионат по тэквондо ITF 2021 года, он проводился в достаточно сложных политических условиях, потому что это Белоруссия. И самое главное, это, конечно, карантинные ограничения, которые связаны с коронавирусом. Но несмотря на это, чемпионат все-таки состоялся, потому что этот чемпионат у нас не проводился мира 2 года. И он вообще должен был быть в Китае, но, как вы знаете, Китай был закрыт полностью, и Международная федерация тэквондо перенесла его проведение в Белоруссию. Собралось, конечно, не все страны, которые, в принципе, участвуют, но это их выбор и это их право. Несмотря на все, вот наша национальная сборная, в которой были представители, во-первых, 8 областей нашего Казахстана, это спортсмены Ассоциации боевых искусств, которую возглавляет Исекешев Ирлан Арентаевич. Вот нашу карагандинскую команду, она была самая представительная, и, как всегда, доказавшая, что основной костяк национальной сборной – это как раз именно карагандинские спортсмены. Поэтому по результатам чемпионата, как никогда, мы выступили достаточно успешно. В нашем активе 9 золотых медалей, 7 серебряных и 6 бронзовых. Поэтому такого количества медалей мы на чемпионатах мира не завоевали никогда. В этом я вижу, прежде всего, заслуга наших тренеров, которые провели хорошую подготовку. Второе, это, конечно, удачное выступление наших спортсменов, которые выложились до конца, показали все, что могут в трудных, тяжелых боях. И самое интересное то, что впервые в нашей истории казахстанской тэквондо мы выиграли практически все командные соревнования. А вы знаете, у нас в тэквондо командные соревнования, они являются самыми престижными. Это когда в команде выставляется 6 человек, и они выступают по 4 программам. Это непосредственно сам спарринг, формальные упражнения, это туль, спецтехника. И еще у нас такая очень интересная программа, это self-defense, самооборона. Так вот, такого количества именно в командных соревнованиях у нас еще не было. Поэтому это, знаете, как командные соревнования – это дух команды. Дальше хочу, конечно, отметить тех спортсменов, которые выиграли в личных. Потому что, знаете, как у нас вот спортсмены, которые завоевывают в личных видах программы, у нас не так их много, но этим ценится их победа. У нас был финал именно 2 карагандинских спортсменов. Такого в истории тоже не было никогда. Поэтому особо хочу отметить, конечно, и Кику Егор, который, знаете, вот он собрал все практические титулы, которые только возможны. Вот в нашем тэквондо ITF. Это чемпион Азии. В этом году он стал чемпионом Европы 1,5 месяца назад. И, соответственно, выиграл чемпионат мира. Поэтому, вы знаете, как я очень рад, конечно, что, во-первых, то, что у нас появляются такие спортсмены, которые собирают все вот эти победы на всех таких официальных турнирах. Второе, хочу поблагодарить наших тренеров отдельно, потому что, знаете, как побеждает всегда спортсмен, а проигрывает всегда тренер. И поэтому иногда тренера наши остаются в тени. Поэтому хочу отделить, что у нас большая тренерская команда, дружная, которая, несмотря на всякие сложные условия, мы продолжаем друг другу помогать, поддерживать, и это видно, конечно, в результате этой работы. Знаете, в нас в этот такой торжественный момент решил поддержать председатель Карагандинского областного филиала партии Акжол, господин Абильдин Ермек Тулеулы, который первый отозвался. Ну, уважаемые наши чемпионы мира, победители, на самом деле поздравляю вас с победой.
очень успешная победа, на самом деле. Столько наград. В истории Казахстана такого не было. Когда мне сказали, на самом деле я тоже радовался. Когда мне сказали то, что на чемпионате мира играл не наш гимн, а гимн Казахской ССР. Да, то есть на следующий день поставили гимн Республики Казахстан. Молодцы. Знаете, для Рахмет вам. них все едино. Успехов вам дальнейших, новых побед и достижений. Спасибо.